Как сделать образование в Чувашии лучше? Нужно добавить немного роскоши в жизнь руководства университета. Ковер за 549 тысяч? Спокойно. Столы стоимостью в однокомнатную квартиру? Пожалуйста. Ну и 2 айпада на сдачу. Привет, меня зовут Семен Кочкин, и это наша новая рубрика «В гостях у госзакупки». И наш первый герой – депутат Госсовета от «Единой России», ректор Чувашского государственного университета и просто замечательный и уважаемый человек Александров Андрей Юрьевич. Днями и ночами Александров думает о судьбах чувашского образования и о том, как вывести родной вуз в топ-10 лучших вузов страны. Да так, чтобы абитуриенты из Москвы и Санкт-Петербурга просто мечтали учиться в Чувашском государственном университете, а все самые лучшие работодатели мира требовали строго-настрого диплом ЧГУ. Александров долго думал и нашел решение. Давайте представим, как это было. Андрей Юрьевич, у наших студентов стипендия 1800. Может быть, ее стоит немножко увеличить, чтобы на картошку хватало? Андрей Юрьевич, а давайте поднимем зарплату преподавателям вуза, потому что они постоянно берут взятки. Андрей Юрьевич, у нас ужасные аудитории, они очень похожи на советский концлагерь. Может быть, с этим надо что-то делать? Андрей Юрьевич, нам срочно нужен ремонт в переговорке. Хоп, и ковер за 549 тысяч рублей. Хоп, и стол за 1 300 000, и двери за 997. Но обо всем по порядку. Депутат Единорос и ректор ЧГУ очень любит свой университет. Но еще больше он любит роскошь. Особенно он любит ковры, шторы, двери, столы, стулья за просто баснословные деньги. Еще бы, покупает он их не за свой счет. На сайте госзакупок мы обнаружили 27 подрядов для корпуса А ЧГУ. Он не учебный, он административный. В нем находится научно-исследовательский центр, отдел по международным связям и зал ученого совета. Так написано на сайте ЧГУ. В этом зале встречают гостей, проводят научные конференции и очень важные заседания. Как вы понимаете, этот зал должен быть по-настоящему роскошен. Ведь о каком уровне образования мы можем говорить, если зал учебного совета по-настоящему не роскошен? В зале ученого совета обязательно должен быть ковер ценой в 549 тысяч рублей за 167 квадратных метров. Это именно то, что нужно для развития образования в Чувашии. Шторы должны быть только из портьерной ткани за 153 тысячи рублей. А еще туда нужно 130 стульев по 10 тысяч рублей каждый на 1 300 000 рублей. Но это так, на всякий случай. Еще современная наука никак не справится без распашных двухстворчатых дверей с фрамугой за 997 тысяч рублей. В помещении должно быть светло, ведь, как известно, учение свет. Поэтому покупаем 4 подвесных светильника на 483 тысячи рублей. А для интимной обстановки покупаем 8 бра на 95 тысяч. Светочи науки должны собираться только за самыми дорогими столами. Стоить они должны 1 271 000 рублей. И ни копейки меньше. А как вы думали, разве можно обсуждать образование за столом из Икеи? Дорого? Ну а что поделать? Иначе образование в республике не поднять. Выступать ученые-мужи могут только стоя у трибуны стоимостью каких-то там 75 тысяч рублей. Еще обязательно нужен небольшой рабочий столик за 61 тысячу рублей, шкафчик за 74 тысячи. И еще, пожалуй, пригодится подиум 11 на 1,6 метра за 226 тысяч рублей. Готово! Вы великолепны! Вы собрали самый дорогой и самый бесполезный зал из всех возможных. Думаем, за такую заслугу Андрею Александрову можно дать звание «Султан года». Ведь старался человек, собирал для своего родного вуза все самое лучшее. Чувствую, вам уже не терпится посмотреть на эту пещеру Али-Бабы, на стол из драконьей кости, на люстру и бра из горного хрусталя, на персидский ковер, на шторы из французского жаккарда,
на трибуну, и столы, и стулья. Вот так все это великолепие выглядит в деле. Здесь мы видим огромный круглый стол ценой в однокомнатную квартиру. Подставка посередине, на которой стоят мониторы, это и есть тот самый подиум. За его стоимость вы бы могли 37,5 лет каждый день кататься на троллейбусе. Если бы ваша бабушка захотела приобрести себе такие же гардины со шторами, как в этом зале, ей пришлось бы отдать за это всю свою годовую пенсию. На потолке и стенах висят люстры стоимостью в новенький отечественный автомобиль. В углу комнаты мы видим 130 стульев за 1 миллион 300 тысяч рублей. За эти деньги ЧГУ мог бы купить 2888 табуреток для общежития по 450 рублей. А именно за такую сумму были куплены табуретки для 6-го общежития ЧГУ в ноябре 2017 года. А вот эта трибуна стоит столько же, сколько 5000 дошираков. Если положить их один на другой, высота башни сравняется 65-этажным домом. Два студента смогут вместе купить один такой ковер, ну или за эти же деньги они оплатят стоимость всего своего обучения в ЧГУ за 4 года. А эти двери – вишенка на торте. Если вы преподаватель в ЧГУ и вам хочется купить себе такие же домой, то вам придется 40 месяцев работать и питаться одной только водой. Но султан на то и султан, что не может ограничиться одной комнатой. В закупках для того же корпуса А мы обнаружили 5 столов на сумму 575 тысяч рублей, среди которых стол руководителя за 241 и стол рабочий за 168. Здесь же мы видим 5 дверей на сумму 380 тысяч, 24 кресла в ассортименте за 937 тысяч рублей, с каким-то троном царя за 72 тысячи рублей, 3 шкафа, один книжный за 124 тысячи, другой для бумаг за 145. Также мы нашли некий набор мебели за 400 тысяч рублей. В этой загадочной закупке числится стол журнальный, мебель деревянная прочая и шкафы для столовой и гостиной 3 штуки. Думаете, это все? Конечно же нет. Для элитной мебели нужна и элитная отделка. Стоимость ремонта в зале ученого совета, мебель в которой стоила и так 5 миллионов 284 тысячи, обошлась бюджету университета в 994 тысячи рублей. За ремонт какого-то другого помещения заплатили 968 тысяч рублей. Для научного и учебного процесса, конечно, просто необходимы колонны, капители и прочие интерьерные изыски. Ремонт помещения 204 стоил 1 миллион. И в эту цену входит, например, паркет за 4500 квадрат и скромные люстрочки за 16 тысяч рублей. На ремонт комнат переговоров улетело 883 тысячи рублей. На ремонт санузлов 1 миллион 300 тысяч. В эту сумму входят 2 сушилки для рук электрические на 82 тысячи, писсуар «Каскад» за 23 700 и 5 подвесных унитазов на 123 тысячи. Электропроводку тоже нужно ремонтировать, но на нее, видимо, сделали скидку, и обошлась она всего в 985 тысяч рублей. Не забываем и про экстерьер. Ремонт кровли корпуса составил 3 миллиона 654 тысячи. Это при том, что ремонт кровли соседних корпусов колеблется от 300 до 900 тысяч. Также было отремонтировано крыльцо за 1 миллион 468 тысяч. Это при том, что ремонт крылец других зданий обошелся от 176 тысяч до 900. Мы, конечно, не уверены, но предполагаем, что такие баснословные суммы связаны с мраморными полами, с гранитными стенами, балясинами и вазами, которые приглянулись Александрову. Ну а на сдачу, на какую-то 131 тысячу, Александров решил купить 2 iPad. Итого почти 20 миллионов рублей. Эти деньги можно было потратить на куда более полезные вещи. Повышение квалификации преподавателей, повышение стипендий, покупка учебных пособий. Но вместо этого султан Александров сошел с ума и решил построить себе дворец, окружив себя любимого роскошью и комфортом. Очевидно, что такой праздник безумия возможен только в путинской России и дозволен только депутатам-жуликам из «Единой России». Мы направили жалобы в прокуратуру и Министерство образования. Но вот что интересно. В этом же самом зале, за золотыми столами, на конференции по противодействию коррупции сидели
Те люди, которые будут эти жалобы рассматривать. Вот главный прокурор республики Пословский, а вот министр образования Иванов. Мы надеемся, что они не ответят нам, что всего этого не было, ведь они сами сидели за этими столами. И если вы возмущены, так же как и мы, то поделитесь этим видео и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.